Мастер-классы по гончарному мастерству сегодня очень популярны. И мы, конечно, в рамках нашей программы не могли обойти эту тему. Рядом со мной находится Кристина, она мастер у нас по гончарному искусству, знает о глине практически все. И что мы будем делать сегодня, Кристина? А сегодня мы попробуем сделать нашу национальную посуду кытыя, которая, даже сейчас практически в каждой якутской семье можно ее найти в разном виде. Из фарфора, из керамики, из дерева. Так что пока начнем, берем круглую форму. Форма должна обязательно быть круглой, чтобы легче было работать на гончарном круге. Потому что круг у нас что? Постоянно крутится. Так, расскажи, что за глина? Это местная, якутская, не якутская? В данный момент у нас привозная глина. Это глина из Новосибирска, получается. По сути, в России очень мало производителей вот именно хорошей глины, которая используется именно в посуде, в ресторанной посуде и так далее. Называется она высокотемпературная глина. Чаще всего она белая. Есть еще такой сорт, как легкоплавкая. Туда входит в основном тоже так красный цвет. Она обжигается в меньшей температуре, чем белая. У нас белая. Итак, помяли. Помяли. И целимся в центр и очень сильно кидаем в центр, чтобы она прям схватилась. Прям. Вот. Видите, как не шевелится. Поэтому видим, крутим и находим центр. И вот так подтягиваем и выравниваем. Все. По центру и прилипло. Немножко можно вот так постучать, чтобы она удержалась. И сейчас проверяем наш круг. Жмем? Да, у нас ножное управление, как машинка. Это максимально? Какую скорость задали, так и она будет стоять, если ножку убрать. Вот это минимальная и максимальная. До упора, вот это у нас максимальная. Все, выключаем. И сейчас закатываем рукава. Будет грязно. Нам необходима чистая вода, в принципе, губка, стейки и леска, чтобы в дальнейшем нам было удобно работать. Так, включаем на максимальную. Я тоже вам помогу. И начинаем на него капать прям, чтобы у нас было скольжение. Давайте возьмите руки, не нажимая, просто придерживаем, чтобы понять. Да. И очень важная часть, не нажимаем, отпускаем. У нас точка упора. Если мы не опираемся, у нас рука будет шататься. Если локти, да. Поэтому нам нужно упор. Главное в гончарстве это у нас центровка. Видите как? Она же у нас как будто пляшет. Да. И чтобы она не плясала, я вам сейчас сделаю центровку. Это самая сложная часть, потому что здесь нужна физическая сила. То есть ты практически вдавливаешь туда ее? Ты, получается, начинаешь ей уже управлять. В гончарстве есть такое, как высказывание, не глина управляет тобой, а ты глиной. Ой, извиняюсь. Так, можете сейчас попробовать. Она сейчас уже сцентрована. То есть она не трясется, да? Да, она не бьет по рукам, она не шатается. Так, смотрим. И? Сейчас верхнюю часть разравниваем, получается, с центра, большим пальцем в сторону. И она у нас меняет форму автоматически. Да. Не забываем намачивать руки и убирать лишнюю глину. Убираем лишнюю глину и большим пальцем нажимаем. И в сторону. Расширяем. Так, не забываем намачивать. Давайте-ка еще немножко. Итак, большим пальцем увожу в сторону, и она расширяется. Сильно не нажимаем, потому что резкое движение, любое резкое движение может просто испортить все посуду. изделие. Да. Сейчас нам необходимо сделать дырочку, намачиваем, давай вместе, и вниз уходим. Только не до конца, оставляя дно. Она у нас засохла, замачиваем немножко и идем. Все, достаточно. Дно определяется буквально чутьем. То есть главное, чтобы не было дырочки там. Да. Если мы до конца дойдем, то у нас там будет дырочка. Сейчас нам надо сделать полость. Для этого нам необходимо взять так пальчиком. Так, и как дракончик. И туда. И тянем к себе, да. И здесь есть логика, тут уже надо чувствовать глину. Вот так. Не спеши, по чуть-чуть. Обратите внимание, дырочка становится все больше и больше.
Тут смысл не увеличивать ее в верхней части, а именно изнутри. Все. Можно скорость немножко убавить, чуть-чуть. Мгм. Если дно будет слишком толстое, видишь, как я делаю? С центра в сторону. С центра в сторону. Да, и как будто в эту сторону. Разравниваю, да, поверхность, чтобы она была плоской и равномерной. Если она будет неравномерная, есть вероятность, что она может просто при высыхании лопнуть. Может лопнуть. Вот вы знаете, говорят, да, что с грязной работой вообще связываться никто не хочет. Но можно с уверенностью сказать, что гончарное искусство это не про это. Вот сидишь ты вся грязная, но настолько увлекает весь этот процесс, что на это не обращаешь внимания. Вот уже все брюки грязные, ботинки, а тебе прям очень хочется узнать, что же получится по итогу, да? Так, дальше смотрим. Катая у нас какая? Верхняя часть немножко узкая, посередине она немножко круглая, а внизу она получается, да, зауженная. Да? Сейчас нам необходимо сделать эту форму. Я вот тебе показала, видишь? Немножко Сужаем. приобнимаю, и она сужается. Немножко подтянула, она увеличивается. Как будто какое-то волшебство происходит на глазах. Кажется, что это совсем не глина, а просто она прижала, хоп, открыла, уже другая форма. Я вот немножко стенку подняла, чтобы тебе было удобнее работать. Сейчас у нас, видишь где? Надо обязательно смотреть со стороны, чтобы понимать реальность. А то, когда слишком близко сидишь, ты не понимаешь, какая она. Нам надо изнутри немножко продавить, чтобы у нас была выпуклость. Все. Продавили. И верхнюю часть, наоборот, сузить. Сузить. Вот так можно. Давай вместе. Чуть-чуть. Все, высохло. Страшно. Немножко убираем скорость. Скорость убираем чуть-чуть. Вот. Можешь также повторить руками. Так, Именно верхнюю часть, да. Все. И секрет в том, чтобы верхнюю часть сделать вот тут нажимаю, и вот друг напротив друга. Вот так нажимаем, получается. Друг напротив друга. Нажимаю. И что все. происходит? Смотрим. Видишь, как получилось? Как? Она у нас посередине немножко выпуклая, вот эта часть, видишь? А верхняя немножко вот сужена, да. Еще включаем скорость. Но вот верхняя часть сильно ушла, конечно. Мы ее подправим. И по наитию, видишь, снизу уже вышло немножко, как суженно. Тоже так же. Вот, нижнюю часть немножко увеличим. И вот. Сейчас смотрим. Сейчас она похожа на пиалку даже, да? Да. Чего нам не хватает? Да, вот более узкого горлышка. Видишь? В принципе, можно и так оставить. Котяшки были разные. Идеальной формы не было. Да. Из бересты еще было все иначе выглядело. Поэтому здесь можно сказать, захотела, так сделала. Да, импровизация. В старину как было? Они же там не сидели, не решали, как должно быть. Да. Как исконно, там, по традиции. А выходило то, что выходило, как и у нас сейчас. Да. Вот теперь у нас полноценная посуда. Форма идеальная, я скажу. Немножко убираем грязь с рук. Губкой можно убрать. Сейчас будет процесс убирания лишней влаги снаружи. Немножко подсушим, срежем и уже пойдем на декор наш. Так, включаем. Отсюда убираем, с этой стороны. Работаем с уходящей силой. Вот тут у нас уходит, отсюда, а сюда вот приходит. Да, туда делаем. Да, вот с этой стороны. Начинаем чистить нашу поверхность. Это очень просто. Вот, да. Ой, губка укатилась. Она могла и улететь, что часто бывает. А сейчас вот изнутри тоже надо будет убрать. Держим вот так и изнутри немножко придавливаем. Она сама по центру или по стенкам? Сначала начинаем с центра в сторону, она сама будет крутиться и убирать лишнюю жидкость. Не надо крутить, надо ставить в одно место, поставил и в сторону. Видишь, собирается вся лишняя влага. Вот. Убираем. Здесь надо смелее быть, вы знаете, не надо бояться, да, глину вообще. Будешь бояться глины, ничего не выйдет. Да, вот она будет ходить туда-сюда. Вот сейчас у нас есть стек, включаем также.
Также, чтобы мягкая часть ушла, берем, видите, дырочка есть специальная, чтобы пальцы держали. Держим ее вот так вот, наискосок, не напрямую, не вот так, а именно вот так. И начинаем с кончика, этим движением все убираем. Ага, сейчас я уберу полностью все КТА. Полностью все уберу, если без... Без контроля, да? Так мы же срезаем очень много. Нет, это совсем мало даже, я вам скажу, потому что это шликер, а шликер это у нас жидкая глина. У нас должна остаться для работы с нее достаточно. Главное, чтобы к рукам не прилипало. Да, вот так можно положить. И сейчас самый пожароопасный момент. Полный джингл Не беллс. повторяем дома, да. Не повторяем в домашних условиях. Подсушить надо. Да. Сейчас надо будет включить. Да, все лишнее убираем. Ручки тоже Убираем. убираем. Абсолютно, да. Так, Fire Show. Давай-ка я сама тут отрегулирую скорость. Почему мы делаем Fire Show, да? Получается. Чтобы наша поверхность глины была готова к декору. Жидкая глина, ну, мягкая глина, она очень трудно декорируется, да, прилипает к инструментам и так далее. Поэтому вот так экстремально мы ее немножко подсушиваем. И еще один плюс подсушивания в том, что когда мы будем убирать изделие не сильно будет деформироваться. Ну, имеется в виду, форму не потеряет, там, где мы ее немножко там подержали и так далее. Желательно сушить равномерно. Если долго держать в одном месте, изделие быстро иссушится и начнет тоже вот лопаться. Пойдут трещинки и так далее. Такая у нас горячая КТЯшка получилась. Она прям очень горячая изнутри и снаружи. Ну вот я по привычке это делаю, проверяю. Да, лучше так не повторяйте. Да. Итак, Мы остановили. Видите, какой дымочек. Да. Дымочек у нас тут. Ставим нашу досочку. Мы с тобой берем лесочку, пальчик сюда. Вот покажу просто. Накрутил. И Вот. срезаем нашу КТА с гончарного круга, да? Так. Главное, чтобы дно не срезать, да? Я буду тебе помогать. Давай вместе. Давай. Натягивай. Так. Ага, сильно. Раз, два, три. Оп. Все. Я пальцы себе срезала. А не Да, КТА. кстати, Да. очень сильно остаются следы от лесок. Берем? Сейчас обнимаем ее прям с дна. Бери. Ага. Ой, нет, Нет. уже Вот. кривая становится. О, Вот, видишь, с дна берешь, не сверху, где тонкая. Ничего страшного, это можно исправить. Сама. так, с дна беру и переношу на нашу досточку. Вуаля! Наша КТА готова. Теперь остается дело за декором. А это еще более интересный процесс. Вы знаете, создать здесь-то все можно с помощью мастера, да? А вот дальше уже полет фантазии будет именно художника, то есть меня. Итак, Кристина, следующий этап – это у нас декорирование, потому что все-таки КТА вот в таком виде, ну, не очень интересно. Так, у нас есть несколько вариантов, как можно украсить, декорировать, да? Это у нас в основном будет как насечки, текстурирование называется на самом-то деле. Не просто рисуем, а как Вырезаем, да, вышкрябываем. вышкрябываем из них, да, вот рисунки. Ага. Вот более традиционные варианты, вот они у нас. Такие, то есть какие-то имитация чего это? Веточек? Веточек, да, Веточек. имитация веточек. Для этого мы используем Вот у нас есть стеки, называются инструменты, треугольной формы, круглой формы. Они бывают у нас разные, большие, маленькие и так далее, да? стеки. В первую очередь нам надо убрать вот эту часть, потому что она у нас тут достаточно толстая, и при высыхании, чтобы она у нас тоже не лопнула, мы немножко вот так убираем вот эту часть. Смело так. Да, можно прямо убирать, потому что там очень толстый слой. Можно с этой стороны работать? Не. Не бойся, там очень много запаса глины. Я боюсь, что сейчас как нажму и будет дырочка. И не будет дырочки. Да, правильно сверху, да? Я уже и сверху, и снизу. Вот
так. Ну, по сути, как люди, не боящиеся что-то сделать, мы обычно берем на руки. Она у нас достаточно высохла. А, уже вот, подсушилась. положила на ладошку И и вот так, сверху в сторону. Вот видишь, даже следов не остается. Можешь так, дай-ка ладошку. И обязательно все это убирать лишнее, чтобы не мешалось. Да. сверху в сторону. Сильно не нажимай. И для декорирования мы используем разные штампики. Вот есть заказные наши обереги харсхалы, да, по-якутски харсхалдар. И разные тоже наши стилизованные якутские орнаменты, печати. Это мы все это тоже делаем из глины. Сами делаем, вырезаем, обжигаем и так далее. И насчет обжига, да, вот он у нас немножко постоит, высушится пару дней, потому что она должна высыхать очень равномерно и очень, скажем так, не резко. То есть да. сначала сушится, а потом в печь отправляется. Да, обжигается уже при полном высыхании. А высыхание как распознается? Глина, когда она не высушена, она как холодная. Когда трогаешь, она может быть абсолютно высохшей белой, но дно может быть холодным. Это говорит о том, что она не до конца высохла. Если она уже высохла, она вот, ну, будет как человеческой температуры. Ты не будешь чувствовать ни холода, ничего такого. Да. А вот эти носички, ничего страшного. Вот как раз у нас есть водичка. Также немножко приближим. Также губка, наш спаситель. И вот легкими движениями просто убираем наши следы, что у нас осталось. Ну и вообще, если вдруг тут какие-то такие волны, ну так и должно быть. Но это же ведь глиняная посуда. Мы даже здесь можем, да, на готовом изделии. Они, вот эти, наоборот, такие изъяны, они добавляют какой-то... Романтики, скажем. Да, изюминки добавляют, да, потому что сразу видно, что это сделано не на фабрике, да, не на каких-то машинах, да, а это сделано руками, а значит, вот эти все изъяны, они должны быть. Так, стандартно в котляшках у нас бывают узоры по окружности, да? И для этого мы немножко ее тоже также отметим, берем. Нет, желательно нам нужен такой. Так, пока Даша выбирает, какой узор, орнамент сюда можно нанести, я сделаю разметки, чтобы она была более-менее равномерная. Нам нужен вот такой пластмассовый стек или либо любое шило и так далее. И вот делаем разметки. Еле видные. Иду по краю, видите, да? Где у нас выступающая часть. Немножко делаю разметочки. Примерно, чтобы оно не ушло у нас ни вниз, ни вверх. И также вот эти разметки потом, когда она немножко высушится, мы можем убрать по желанию. Так, вот мастер-класс по глине, да, у нас вызывает немножко успокоение. К нам очень часто приходят немножко взволнованные, взвинченные. И поэтому по этим разметкам ты уже внизу можешь делать вот как. А как не продавить? Не продавить, это придерживая изнутри. Итак, придерживаю с внутренней стороны и Нажимаем. вставляю печать. Со всех сторон, чтобы печать у нас четче вышла. Есть Вот, или еще уже надо? смотрим. Видишь уже как? Еще Чётко. надо? Да, можешь вот прям пролетая пролет, да? Один узор, пролетел немножко, и также узор. Туда-сюда, туда-сюда. Так. Так, придерживаю. Туда-сюда, туда-сюда. Не сильно. Не сильно. Вот этот раз слишком сильно получилось. Немножко вот подправим. Все. Летели также. Вот, уже получается лучше. Также можешь, да, вот прокручивай, что-то сделать. Но это легко, потому что это есть готовая печать, и ты ей все делаешь, да? А вот если вырезать ножичком, да, какие-то узоры, тут уж прям нужно постараться. Ну, мне так кажется. Вот как раз в наших магазинах есть чароны, где узоры абсолютно ручные. Получается, наш мастер каждую насечку делает руками. Да, Чарон это же у очень нас, сложно. да, как имеет сакральное значение, там просто так ничего не сделаешь, да, поэтому все приходится делать вручную.
И есть мастера, скажем так, с очень хорошим уровнем Ну да. работы. А это вы больше делаете для тех, кто впервые, да, имеет опыт Да-да-да. работы. И вот как человек с техническим складом ума, я вот лучше всего умею делать формы на круге. А есть отдельно художники, которые работают именно на оформлении посуды. Вуаля, готово. Так, берем, Идеально. смотрим. Если чего-то не хватает, можно вот такие вот также использовать, маленькие между ними. Между ними. Либо такой, я предложу эти варианты. Это у нас листья, да, получается, природные эти. Сейчас я держала, вот. Вот это вот традиционный же наш узор. Между ними Ага, сделать еще? между ними можно. Давай-ка так сделаем. Вот немножко отойдем Сейчас его в сторону. Ага, вот. Сейчас уже удобнее будет. Ой, Видишь как? Сместилось все. Видишь, как Ой, уже... друг на друга залазит, ничего страшного? ничего страшного, как будто наоборот звено, которое соединяет их вместе. Да. Еще больше соединилось. Чуть-чуть нажимай. Давай-ка его немножко тоже так сместим, чтобы было удобнее работать. А сегодня молодежь охотно идет вот на такие мастер-классы на изготовление узоров. Вот это ценят сейчас это? Есть такой как бы бум? Кстати, сейчас же тенденция на все экологически чистое, все природное, поэтому, да, кстати, есть такая, скажем так, фишка, что приходят, скажем так, подростки на свой день рождения, просят родителей, чтобы им купили там сертификат, и компаниями приходят. И занимаются. Да, и очень романтические свидания так тоже, устраивают да. даже. И даже наш первый мастер-класс, это было у нас романтическое свидание. Все, в принципе, у нас изделие готово, но чтобы ни с кем не перепутать свое изделие, необходимо оставить свои инициалы, либо какой-нибудь знак, чтобы потом ни с кем не перепутать. И есть один нюанс, то что изделие будет выглядеть немножко иначе, потому что произойдет сушка, она усядет, она уменьшится немножко в размерах, и при обжиге также она немножко потеряет в объеме. А можно сделать вот расхал в середину? Да, можно, конечно. Сейчас его вниз спустим. Вот это красиво сделать. Оберег здесь. Раз, два. 2, 3. Нажимай со всех сторон прям. Все, достаточно. Оп. Смотрим. Ага. Верхняя часть немножко, да, спустила. Ну, эту часть можно вручную убрать. Ничего, что она там немножко не доделалась. Вот у нас, видишь, остались немножко следы от пальцев. Вот так губкой можешь убрать. Вот так. Держи. Давай пропустим. Все. Сейчас обычно оставляют на дне. Можно буковки или вот здесь прям. С этой стороны. Слово какое-нибудь, то, что ты точно узнаешь из миллионов изделий. Оставим свои инициалы. Д. Давай я придержу. Д. Достаточно. Д. В. Так, В какую смотрим. сторону? Зеркальное отражение. Зеркальное отражение, значит, вот так. Д. Достаточно. В. ГВ. Все, Дарья Васильевна. Наше изделие готово. Как ваши ощущения от мастера? Вы знаете, работа с глиной – это, конечно, что-то невероятно волшебное, я бы сказала, потому что помимо того, что ты, конечно, увлекаешься процессом, ты ощущаешь некое такое вот умиротворение, о чем говорила Кристина, да, ты ощущаешь себя каким-то художником, да, ты ощущаешь себя
каким-то Творцом. да, в каком-то совершенно спокойном состоянии, ты забываешь о том, сколько времени прошло. У тебя рядом нет сотового телефона. И даже если он есть, ты никак его не тронешь, потому что у тебя ручки грязные. То есть полностью абстрагируешься от всех проблем и внешнего мира и увлеченно занимаешься только одной идеей – созданием своего изделия. И, как сказала Кристина, сейчас оно подсушится пару дней, затем мы отпускаем его в печь. И вот если мы хотим белое изделие, оно будет вот таким цветом? Она будет примерно вот такого цвета Белого. или даже бежевого оттенка. А если я захочу такое, то это? Это у нас процесс называется молочение. Это процесс не просто декорирования, но и способ более сделать его практичным, потому что мы же будем на нем кушать, наливать что-то жидкое, и чтобы все это не протекало через поры нашего керамического изделия, мы забиваем его молочным жиром. Мы его купаем в молоке. Да, вы что? Да. То есть вот эту белую посуду практически, да, мы окунаем в молоко. Уже обожженную, окунаем в молоко с сахаром, потом немножко подсушиваем, также губочкой мокрой убираем все лишнее, ну как не убираем, а распределяем его, весь жир и оставшееся молоко, чтобы оно у нас было эстетично красивое, да. И опять в печь? И вот это можно даже сделать в домашних условиях, это можно также в молоке искупать, убрать лишнее и поставить в духовку на 20 минут, на максимальном, Вот так. да. И у вас градусе. получится вот такое темно-коричневое изделие с такими интересными, да, переливами, то есть не однотонное. И это все благодаря простому молочению. Спасибо большое, Кристина. Дорогие друзья, мы еще раз напоминаем вам, что творчество, оно окрыляет. И вот как вариант посетите мастер-класс по гончарному мастерству. И самое главное, что после него вы заберете свое эксклюзивное изделие. И в этом огромнейший плюс. До новых встреч!